Герои. Кто они? Выдуманные персонажи великих произведений или люди, живущие среди нас? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно приглядеться к своему окружению или вспомнить своих предков. Именно так и сделали победители республиканского конкурса сочинений «Расскажи о герое, который живет рядом с тобой». В Уфе завершился республиканский конкурс сочинений «Расскажи о герое, который живет рядом с тобой». Мероприятие затронуло более 1000 школ Башкортостана. В нем приняло участие 50 тысяч старшеклассников. При этом в общей сложности были определены 15 лауреатов в разных номинациях. Каким должен быть герой в 2020 году? Он должен любить свою Россию, родину и уважать ее, конечно же, быть патриотом. Герои того времени и этого чем-то отличаются? Мне кажется, нет, потому что они все любили свою родину и защищали ее как могли. Конкурс проводился в рамках проекта «Правда героев». Он посвящен 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также 25-летию начала военных действий на территории Северного Кавказа. Большинство сочинений было написано о собственных предках, принявших участие в войне. О чем твое сочинение? Мое сочинение о детях войны, которые были из моего родного села. Они участвовали на войне, они так же, как и я, учились в школе, они хотели спокойной жизни, но вот пришла война и забрала у них родных. Ребята хорошо постарались и изучили историю своих бабушек и дедушек. Для подрастающего поколения бесспорно важно помнить и говорить о войнах, происходящих во всех уголках России. А о чем твое сочинение? О моем односельчанине. Он прошел Чеченскую войну, он воевал, он получил орден мужества. Я решил написать именно о нем. Каким должен быть герой в 2020 году? Герой должен быть именно не то, что он должен быть сильным, все думают, что герои, они качки такие, прям вообще сильные, имеют свои способности, но нет, это не так. Настоящий герой, он должен иметь в первую очередь это мужество. Работы прошли строгий отбор. Форма конкурсного сочинения могла быть любой. Присутствовали и эссе, и повести, и стихи, и даже интервью. Главным фактором было то, чтобы они были написаны с душой и от всего сердца. И результат не подвел. Организаторами конкурса выступили Комитет защиты граждан и военнослужащих, Министерство образования и Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Войны нельзя стереть из памяти нашей страны. Именно поэтому такие конкурсы очень важны для учеников школ всей республики. Мы поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов. Стефания Дробязко, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей».